Теперь понять, где кабинет биологии, русского языка или химии, практически невозможно. Все классы обезличены, строители вынесли всю мебель и приступили к капитальному ремонту. Работа предстоит масштабная. Каждый день делаем объемы, начато. Электроснабжение выполнено 70%, отопление для 95%. Выполняем виды работ, такие как штукатурка, малярные шпаклевки, 2 слоя, монтаж плитки. В данный момент работают 9 бригад. Вентиляция, отопление, водоснабжение, электроосвещение, слаботочка, пожарная безопасность. Все работают по своим направлениям. Вентиляция и дальше бригады, уже маляры. Затопленный подвал и крыша, которая при сильном ветре ходила ходуном, выгребная яма – и это только полбеды. За почти 20 лет на 7-ю Сунжинскую школу выпало немало бед. Как считают в самом учебном заведении, ошибки были допущены еще при строительстве, поэтому все и пришло в негодность так быстро. Наше подвальное помещение блочно сделано, не монолитное. Но все время дожди, все туда стекает, и мы постоянно откачиваем, подсасываем, крутимся. И этим начало здание садиться. Кровля, значит, по кровле, значит, там было, значит, когда школу строили, сырой материал положили, доски закрыли его. Доски высохли, гвозди повылезли. И получилось, что эта крыша вся вот так ходит. Реставрация 7-й Сунжинской началась в апреле. Уже через пару недель вся система отопления будет заменена. Над этим здесь трудится целая бригада сантехников. Мы заканчиваем систему отопления. Параллельно производится, значит, замена труб канализационных, соответственно, и водопроводных труб. Вот. Была произведена опрессовка отопления. Вот. Также, соответственно, по окончании разводки водяной системы также будет проведена вся опрессовочная работа на определение утечки воды. Надеюсь, что будет все нормально. Больше, чем просто капремонт. Главная задача программы реновации школ – обновить не только фасад, но и максимально модернизировать помещения, создать современную образовательную среду. Следующий этап у нас наружная отделка. Пока стоит хорошая погода, хотим начать, уже заказали, ждем, пока привезут готовый штукатурку караед, готовых ведрах, чтобы нанести. Здесь надеются отметить 20-летний юбилей школы, которую в сентябре уже в обновленном здании. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.